Добрый вечер. В прямом эфире информационная программа «Вести Брянск», в студии Андрей Маслов. И коротко о главном. Счастливое детство в Синезерках. Я считаю, что это образец в нашем Центральном федеральном округе, этот лагерь. Заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Мурат Зязиков побывал в ходе визита на Брянщину в загородном лагере в Навлинском районе. Миллиард на село и дороги. Малин-Почеп, как Трубчевск-Почеп, Трубчевск-Погар, Стародуб-Погар и ряд других районов. Ведь эти дороги годами не ремонтировались. Сегодня на сессии депутаты областной думы распределили средства, поступившие в область из федерального бюджета, ограничили время продажи алкоэнергетиков и продлили действие регионального материнского капитала. Волна колокольного звона. В нашей епархии, в частности в городе Брянске, есть храм, освященный во имя равнопостного великого князя Владимира. И там сегодня совершалось особое торжественное богослужение. День крещения Руси в православных храмах Брянщины отметили торжественным богослужением и крестным ходом. Теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня на совещании по вопросам развития сельского хозяйства президент Владимир Путин назвал Брянскую область в числе регионов, где определили приоритеты аграрной политики, предусмотрели меры поддержки и привлекли инвесторов для реализации проектов. В совещании, прошедшем в Твери, принял участие губернатор Александр Богомаз. В обсуждении актуальных проблем АПК участвовали ряд федеральных министров и главы 12 нечерноземных регионов. На встрече обсуждались конкурентные преимущества в сельском хозяйстве областей Нечерноземья. Владимир Путин отметил, что несмотря на то, что почвы здесь менее плодородные, чем на юге России, аграрии сегодня могут выращивать столь же значительные урожаи. А главным плюсом является близость к крупным рынкам сбыта. Также на встрече рассматривались предложения по стимулированию аграрного сектора в Нечерноземье. Они подготовлены совместно губернаторами 12 областей. О том, какие предложения, выдвинутые руководителями регионов Нечерноземья, поддержал Владимир Путин, по телефону из Твери нам рассказал губернатор Александр Богомаз. Сегодня в наших регионах более 4 миллионов гектар земли не обрабатывается. Оно зарастает кустарником, зарастает лесом. Это вот те проблемы, которые были подняты, которые вошли в решение. Ну и о тех мерах поддержки, которые на сегодня имеются. У нас 23 миллиарда рублей на 12 областей, и по сравнению с прошлым годом оно выросло на 3 миллиарда рублей. Все выступающие были единого мнения в том, что нам нужно более сконцентрировать данный вид поддержки. Сегодня существует 54 вида поддержки сельского хозяйства. Чтобы это было 7 видов поддержки, а на усмотрение региона, регион уже будет контролировать, куда направить эти деньги, на какую отрасль. Сегодня в Брянской областной думе прошло последнее перед парламентскими каникулами заседание. Депутаты рассмотрели большой блок социальных вопросов. Какие законопроекты вызвали наибольшее обсуждение, в репортаже Людмилы Гусаровой. Выплата регионального материнского капитала в 100 тысяч рублей семьям, где рождается третий или последующий ребенок, продолжится и в следующем году. За это депутаты проголосовали единогласно. Эффект от подобной материальной поддержки себя вполне оправдал. За последние 2 года число таких семей в области выросло на 18%. Проиндексировали выплаты пособий приемным родителям. Они увеличены на уровень инфляции. Наибольшее обсуждение вызвал законопроект об ограничении продажи так называемых энергетиков. Сейчас действует федеральный запрет на такую торговлю в ночное время с 22 часов до 8 утра. Областные парламентарии предлагают также запретить магазинам продавать слабоалкогольные напитки вплоть до 8 часов вечера, разрешив продажу только 2 часа в сутки с 20 до 22 часов. Некоторые депутаты заговорили об ущемлении интересов предпринимателей и неудобстве для продавцов. Ведь продукцию нужно будет то снимать с витрины в режимные часы, то возвращать обратно. Вы считаете, что эффект от запрета на 2 часа будет ощутимый для того, чтобы предотвратить алкогольную зависимость нашего подрастающего поколения? Я считаю в данном случае, что эффект незначителен будет, но затраты, которые вы таким образом дополнительно накладываете на предприятия торговли, будут существенны. И, естественно, эти затраты каким-то образом будут компенсироваться в цене и в наценке в дальнейшем. Если мы говорим о цели защиты здоровья и молодых людей, которые, собственно говоря, являются основной целевой аудиторией для данного вида слабоалкогольной продукции, то
затраты предприятий, на наш взгляд, не будут слишком большими по одной простой причине, что даже сейчас мы видим примеры, когда одна из полок с занавеской задергивается в части, касающейся табачной продукции. Тем не менее, законопроект приняли большинством голосов и сразу в 3 чтениях. Депутаты утвердили распределение средств, поступивших в область из федерального бюджета. 1 159 миллионов рублей расписаны на 2 статьи – сельское хозяйство и дорожное строительство. Эти средства позволят расплатиться за строительство путепровода в Володарском районе и Первомайский мост, а также начать возведение моста через Десну в Жуковке. Сегодня мы выделили средства и на дороги, которые находятся между районами, как Мглин-Почеп, как Трубчевск-Почеп, Трубчевск-Погар, Стародуб-Погар и ряд других районов. Ведь эти дороги годами не ремонтировались. Поэтому нам надо сегодня четко этими вопросами заниматься. Я думаю, что мы и в области получим добавку до конца года в пределах 200 миллионов на дороги. Большая часть федерального транша пойдет в аграрную сферу – почти 800 миллионов рублей. Долю средств решено потратить на возрождение в нашей области традиционного когда-то производства льна. В следующий раз депутаты соберутся на сессию уже в сентябре, после каникул. Людмила Гусарова, Сергей Севастьянов, Вести, Брянск. В числе первой группы российских спортсменов, вылетевших в Бразилию на Олимпийские игры, есть и представители Брянской области. Наталья Кузютина – одна из самых титулованных дзюдоисток в сборной России и в свои 26 лет уже трижды становилась чемпионкой Европы. Также в ее копилке бронзовая медаль Европейских игр в Баку. Дважды она становилась 3-й на чемпионате мира в Токио и Челябинске. А победа в турнире «Мастерс» в Марокко и вовсе позволила спортсменке занять 2-е место в общемировом зачете. Не было претензий у Международной федерации и к российской команде по пляжному волейболу. Уроженка Брянска Екатерина Берлова выступит на пляжах в Рио в паре с Евгенией Уколовой. У наших спортсменок есть неплохие шансы завоевать олимпийские медали. В хозяйствах области началась уборка раннего картофеля. Из Навлинского района репортаж Татьяны Козловой. На молодой картофель большой спрос у покупателей. По своим вкусовым качествам он приравнивается к деликатесам, и цена на прилавках торговых точек под стать – от 20 до 50 рублей за килограмм. Вот и стараются картофелеводы не упустить свои выгоды. Погода нынешним летом не стремится помочь картофелеводам. Тоже рано нагревала клубни в земле до 26 градусов. Их даже приходилось охлаждать в хранилищах. То в самый пик уборки зарядили дожди, заставляя свернуть работы. Страшно, комбайны начнут забиваться, картофель мокрый, качество картофеля ухудшается. И товарный вид сразу становится нехороший, некрасивая картошка. У нас покупатель смотрит товарный вид, чтобы был товарный вид. В этом году в одном из агрохолдингов Навлинского района под картофель отвели 2000 гектаров. Из них 300 будет убрано для первоочередной реализации. Чтобы клубни не пострадали от вредителей, вместо нескольких дорогостоящих препаратов здесь впервые применили один и более дешевый – безводный аммиак. Результаты не заставили себя ждать. Клубни радуют глаз. Брянская картошка идет буквально на расхват. Фуры приезжают за ней из Орла, Москвы, Питера и многих других регионов страны. В хозяйствах Брянщины уже убрано более 600 гектаров молодого картофеля. Потребителям доставлено почти 15 тысяч тонн клубней. Сезон ранней уборки недолг и будет длиться еще не более недели. Татьяна Козлова, Сергей Севастьянов, Вести, Брянск, из Навлинского района. В области с официальным визитом побывал заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Вместе с главой региона Александром Богомазом, председателем областной думы Владимиром Попковым и главным федеральным инспектором по Брянской области Леонидом Соломатиным он посетил детский оздоровительный лагерь «Синезерки» Брянского региона Московской железной дороги. С подробностями наш корреспондент. Еще сравнительно недавно его называли Артеком средней полосы России. Ведь здесь отдыхали ребята из многих стран мира. За 62 года в Синезерках поправили здоровье более 80 тысяч мальчишек и девчонок из разных регионов. 90% – это дети железнодорожников. Я тут не первый раз, мне тут очень нравится. Все время прошу маму, чтобы она взяла путевку именно в этот лагерь, потому что здесь очень весело, задорно и интересно. Создание комфортных условий для полноценного отдыха ребят – главная забота брянских железнодорожников. Уютные домики с яркими и оригинальными фасадами больше напоминают сказочные теремки. Постарались шефы, сотрудники предприятий Брянского региона Московской железной дороги. Они каждый год перед началом летних каникул приводят лагерь в порядок. В планах продолжить строительство благоустроенных корпусов и нового закрытого плавательного бассейна. Легко все поломать, сказать, да, это вот там было до нас, то это там было там в советское время, все. Лучшие традиции берутся оттуда. И вот они сегодня дополняются
вот нынешними реалиями нашими. И я считаю, что это образец в нашем Центральном федеральном округе, вот этот лагерь. В этом очень большая заслуга руководства Московской железной дороги, нашего Брянского отделения Московской железной дороги, когда они сумели и сохранить, и приумножить то, что было раньше. И новые корпуса, которые мы видим, и старые, те, которые были, но не отремонтированы сегодня. Здесь действительно созданы современные условия для отдыха и для проживания наших детей. Почетные гости посетили санаторий, где отдыхают и поправляют здоровье железнодорожники. Возложили цветы к подножию монумента воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленным на территории лагеря. В память о визите посадили 5 кленов, которые со временем станут украшением детского лесного городка. Татьяна Козлова, Сергей Анишкин, Вести Брянск из Навлинского района. Более 42 миллионов рублей получит Брянская область на поддержку среднего и малого бизнеса из федерального бюджета. Средства направят на субсидирование договоров лизинговых сделок и процентных ставок по кредитам. Также деньги получат 3 моногорода – Клинцы, Пагар и Сураж. Самая большая сумма по программе поддержки малого бизнеса – 6 миллионов рублей – будет направлена суражским предпринимателям. О том, как развивается малый бизнес в районе, узнаем у нашего корреспондента. Деревянные беседки и бани Игорь Тимошенко собирал давно и в основном для знакомых. Купить настоящие станки и поставить, как говорится, бизнес на поток не было средств. В прошлом году Тимошенко зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, подал заявку на участие в областной программе поддержки малого бизнеса и получил грант – 500 тысяч рублей. Когда открывал предпринимательство, хотел постепенно взять участок, оборудование постепенно закупать по одной единице. А когда грант получил, закупил сразу то оборудование, которое мне нужно было. Тимошенко открыл 3 новых рабочих места. Предприниматель планирует расширять свой бизнес, и уже сегодня у него есть заказы. Помогает он и району. Для села Ляличи построил детскую площадку. Областную грантовую поддержку получил еще один суражский предприниматель Павел Карханов. Он открыл домашнюю хлебопекарню и продает хлеб не только в городе. На полученные средства купил автомобиль, на котором разводят хлебобулочные изделия в самые отдаленные села района, где нет магазинов. Создано у нас уже 4 рабочих места, планируется создание до 12 рабочих мест. Привлекаться будут как и молодые специалисты, только что окончившие университеты, колледжи, также и специалисты со стажем. Развиваться в дальнейшем планируем приобретение дополнительного оборудования, закупку еще одного автомобиля и расширение границ распространения нашей продукции. В нынешней ситуации, когда малый бизнес переживает в Сураже не лучшие времена, в райцентре больше обратных примеров. Многие предприниматели закрыли свое дело. Но, по словам представителей власти, субсидии, которые район получит в ближайшее время, должны кардинально исправить ситуацию. Деньги будут потрачены не только на грантовые средства, но и на открытие нового вида поддержки, который в области ранее не оказывался. Это субсидирование 50% от стоимости затрат на покупку нового оборудования. На сегодня уже 6 человек подали заявку на получение грантов. Суражане планируют открыть переплетную мастерскую, ветеринарный кабинет, пилораму. При рассмотрении заявок в первую очередь грантовая поддержка будет оказываться тем предпринимателям, которые открыли новый для города бизнес. Наталья Жукова, Екатерина Морозова, Дарья Нефедова, Вести Брянск из Суража. Чрезвычайное происшествие. Сегодня вечером в реке Снежка, вблизи одного из садоводческих товариществ, расположенных в Фокинском районе, утонул 12-летний ребенок. Обстоятельства трагедии выясняются. Напомним, с начала купального сезона на водоемах области погибло 18 человек, в том числе 7 детей. Практически все они купались без присмотра взрослых. Сегодня Всемирный день борьбы с гепатитом. Ежегодно он уносит жизни около 1 миллиона человек. В России гепатит признан социально опасным заболеванием. В нашем регионе по сравнению с прошлым годом число случаев выявленного гепатита увеличилось на 4%. Из разных форм вируса преобладает гепатит С. Ускользающий убийца. Так, из-за отсутствия ярко выраженных симптомов называют гепатит С. Печень до последнего не болит и страдает молча. Нигде не тянет, не колет. До перехода в острую форму – цирроз, когда больному практически нельзя помочь. Медики констатируют, сегодня на приеме из 10 пациентов с гепатитом С 5 даже не могут предположить, как заразились. Так было и с Олесей. Правильное питание, спорт, дача – как инфекция попала в кровь, женщина не знает до сих пор.
Сначала у меня никаких признаков не было. Я была здоровая, гуляла, все это было, да, работала, все это было нормально. Но, проходя диспансеризацию в больнице, взяли кровь и выявили вирус гепатита. Для меня это был шок. Причиной может оказаться все, что угодно. Вирус гепатитов Б или С передается через переливание инфицированной крови, плохо обработанные медицинские инструменты, небезопасные инъекции любых препаратов, нестерильный многоразовый инструмент при маникюре, татуаже, пирсинге. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня вирус гепатита в 50 раз заразнее, чем ВИЧ. А ведь долгое время о гепатитах просто не говорили. На лечение не выделяли достаточно денег. К сожалению, сейчас, если информационная картина изменилась, то средств на лечение по-прежнему не хватает. Всего несколько процентов больных хроническим гепатитом Б получают терапию за счет бюджетного финансирования. Региональной программы в Брянске нет вообще. Неудивительно, что статистика становится только хуже. В этом полугодии это уже 153 человека с хроническими заболеваниями, 22 с острыми Б и С. Для нас это, конечно, очень большая проблема на самом деле, потому что лечение должны получать максимальное количество людей. На сегодняшний день по программе обязательного медицинского страхования мы можем обеспечить противовирусной терапией только порядка 70-80 человек за год. Остальным приходится лечиться за свой счет. Наличие в крови вируса гепатита Б или С – это еще не диагноз и тем более не приговор. Но только серьезное обследование в инфекционной больнице может до конца прояснить картину. Печень увеличена, сосуды хорошие. На сегодняшний день гепатит С полностью излечим более чем в 95% случаев. Да, долго, да, дорого, но эффективно. Гарантия безопасности от гепатита Б – только прививка. Для крепкого иммунитета на вирус важно пройти 3-кратный курс вакцинации. Сегодня в регионе есть достаточный запас материала как для детей, так и для взрослых. Светлана Гапеева, Дарья Нефедова, Вести, Брянск. Сегодня православные отмечают большой праздник – День Крещения Руси. Ровно в полдень во всех епархиях страны прошла акция «Волна колокольного звона». К ней присоединилась и Брянщина. Во всех брянских храмах ровно в 12 часов зазвонили колокола. Колокольный звон длился в течение 15 минут. Впервые подобную всероссийскую акцию провели в 2012 году. Ее поддержали тогда и верующие Белоруссии и Украины. Православные храмы соседних стран присоединились к акции и на этот раз. Основная ее цель – призвать к объединению народов. Праздник Крещения Руси связан с именем князя Владимира, канонизированного Русской Православной Церковью. Сегодня в Брянске вокруг храма равноапостольного святого прошел крестный ход, в котором приняли участие десятки православных верующих. Мы знали, что все храмы России будут 12 часов звонить, поэтому приехали специально. В нашей епархии, в частности в городе Брянске, есть храм, освященный во имя равноапостольного великого князя Владимира. И там сегодня совершалось особое торжественное богослужение, поскольку это престольный праздник. Духовенство было там собрано, много прихожан, верующих. Этот храм расположен в поселке Октябрьский. На этом я с вами прощаюсь. Наши следующие выпуски смотрите в 21 и 23 часа на канале «Россия-24». В любое время следить за новостями вы можете на нашем сайте и на страницах ГТРК Брянск в социальных сетях. Но впереди вас ждет прогноз погоды.